В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. С однодневным рабочим визитом Абхазию посетила делегация из Адыгеи во главе с руководителем республики Муратом Кумпиловым. Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с главой Адыгеи и членами делегации, на которой стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Республикой Абхазия и Республикой Адыгея. Кроме того, Рауль Хаджимба и Мурат Кумпилов приняли участие в митинге, посвященном столетию 7-й российской военной базы в Абхазии и торжественном заседании, прошедшем в Доме Москвы. Подробности в репортаже Ирины Аршба. На абхазо-российской государственной границе делегацию из Республики Адыгея встретили вице-президент Абхазии Виталий Габния и руководитель администрации президента Беслан Барцец. Сразу же по прибытию в Сухум состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Приветствуя гостя, Рауль Хаджимба отметил, что Абхазию и Адыгею связывают многовековые исторические связи. Глава государства выразил надежду, что взаимоотношения двух братских народов будут укрепляться с каждым годом. Я надеюсь на то, что и во взаимоотношениях с Республикой Адыгея, как и было ранее, все отношения, которые мы намечали, которые развивали, будут приумножены. Несомненно, для нас это важно, и несомненно, это важно и для самой Адыгеи. Мы братские народы, которые тысячелетиями находятся во взаимоотношениях, и важно, чтобы мы общались не только тогда, когда нам трудно. Для нас важно общение со своим братским народом, развивать эти отношения и в экономике, в культуре, в здравоохранении, в образовательном процессе. Мы об этом говорили. У нас есть поле широчайшее для проведения соответствующих работ. Мурат Кумпилов поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием и подчеркнул, что адыги и абхазы действительно братские народы. Поэтому нужно постоянно поддерживать и развивать взаимоотношения во всех сферах жизнедеятельности. Все люди Республики Адыгея, народ Республики относятся с большой теплотой к Республике Абхазия. Вы правильно подчеркиваете все, что это братские народы и братские узы, конечно, нужно постоянно поддерживать и развивать во всех сферах жизнедеятельности наших регионов. Поэтому очень важно то, что мы сегодня вместе. Затем состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова в расширенном составе. Приветствуя членов адыгейской делегации, Рауль Хаджимба отметил давние связи двух народов. Президент особо подчеркнул, что добровольцы из Адыгеи одни из первых пришли на помощь братскому народу Абхазии во время Отечественной войны, и что народ Абхазии помнит об этом. Адыгея, одна из первых, стала рядом с нами в период самых труднейших времен в Абхазии. Здесь были наши братья адыги, которые вместе с нами освобождали абхазскую землю. Это не забудет наш народ, и мы чтим эту память очень высоко. Но война прошла, нам надо думать и о более важных, о более нужных делах для наших людей, для нашего народа. И те отношения, которые складывались еще на этапе становления абхазского государства, еще тогда, когда Адыгею возглавлял очень дорогой нам человек Джаримов, многое было тогда сделано для того, чтобы вместе, совместными усилиями сохранить эту страну. Ну и последующие руководители, Совмен, Аслан Китович, с которым у нас сложились очень теплые отношения. Ну и сегодняшнее руководство Адыгеи. Также мы, встречаясь, говорили и у вас там о том, что нам нужно активно развивать отношения, особенно в части, касающейся экономики, культуры, здравоохранения. Я надеюсь на то, что это не останется на словах. Это дело важное и для нас, и для самой Адыгеи. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подчеркнул, что рад встрече и возможности обсудить вопросы двустороннего взаимодействия. Уже сейчас можно сказать о том, что отношения между Абхазией и Адыгеей успешно развиваются. Большую роль здесь играют регулярные контакты, и Адыгея нацелена на дальнейшее укрепление деловых и культурных связей между республиками. Мы видим хорошие результаты нашей совместной работы,
которые развиваются в том числе в рамках подписанных соглашений. Это касается сотрудничества по линии парламента двух республик, общественных палат в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения. У нас есть успехи в экономической сфере. Абхазия является одним из торговых партнеров республики. В прошлом году удельный вес нашего товарооборота с Абхазией в общем объеме составил 5,5%. И, конечно, мы большую часть говорили с Раулем Джумховичем об экономике. Безусловно, у нас есть предложения с нашей стороны, с вашей стороны, над которыми, конечно, нам надо поработать и, безусловно, вовлекать бизнес. В завершение встречи Мурат Кумпилов вручил президенту Абхазии Раулю Хаджимба высшую награду Республики Адыгея – медаль «Слава Адыгеи». Затем Рауль Хаджимба и Мурат Кумпилов приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию 7-й Краснодарской краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы. У памятника воину-миротворцу на набережной Сухума состоялся торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов. Ветераны рассказали об истории военной базы, о подвигах служивших здесь солдат. Только за время миротворческой миссии 117 воинов-миротворцев погибли, защищая мир на нашей земле. Собравшиеся почтили их память минутой молчания. В память о погибших защитниках Отечества провели короткую литургию. В церемонии возложения цветов к памятнику военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 год, также приняли участие казаки Сухумского отдела Кубанского казачьего войска и военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия во главе с исполняющим обязанности министра обороны Владимиром Ануа. Затем в честь столетия 7-й Краснодарской краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы в Доме Москвы прошло торжественное заседание. С юбилеем военнослужащих поздравили президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. 7-я военная база, дислоцирующаяся ныне в Гудауте, по праву может гордиться тем, что она является достойным продолжателем боевых традиций, героизма и немеркнущей славы. В настоящее время личный состав базы с честью выполняет задачи по защите государственных интересов Российской Федерации и Республики Абхазия, предпринимая необходимые действия по сдерживанию военных угроз безопасности наших дружественных государств. От всей души поздравляю солдат, сержантов, офицеров и прапорщиков командования базы со знаменательным юбилеем. Желаю вам отличного праздничного настроения и дальнейших успехов в благородном, ответственном поприще служению отчизне. Вековая история соединения неразрывно связана с победами и достижениями нашей страны в воинском деле, с традициями истинного патриотизма и верного служения своей Родине. Бойцы соединения не раз были на переднем крае, обороняли Черноморское побережье в годы Великой Отечественной войны, освобождали от немецко-фашистских захватчиков Кубань и Адыгею, принимали участие в боях за освобождение Польши и Чехословакии. Позже защищали целостность России в горячих точках страны, в составе коллективных сил выполняли задачу по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. Хочу выразить отдельные слова благодарности ветеранам соединения за верную службу, за преданность избранному делу и за то, что всегда остаетесь настоящими патриотами. Командир 7-й российской военной базы Игорь Егоров вручил президенту Абхазии Раулю Хаджимба и главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову памятную медаль, которая была учреждена в честь столетия базы. Памятными медалями также были награждены отличившиеся военнослужащие и ветераны. После торжественного заседания Рауль Хаджимба и Мурат Кумпилов возложили цветы к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. Ирина Аршба, Артур Каландия для событий недели. Во второй половине дня субботы Рауль Хаджимба и Мурат Кумпилов посетили 7-ю военную базу Российской Федерации в Гудауте.
Лидеры двух республик осмотрели выставку современного вооружения и техники на территории базы. Командир военной базы полковник Игорь Егоров рассказал президенту Абхазии и главе Адыгеи об экспонатах. 7-я военная база на сегодняшний день представляет собой соединение немедленного применения, которое всегда готово качественно и своевременно выполнить в любое время, в любом месте, любые учебные, учебно-боевые и боевые задачи, которые перед ними ставит высшее руководство. База оказывает военную помощь по защите суверенитета и безопасности Республики Абхазия от внешних и террористических угроз. Участвует в совместных мероприятиях по поддержанию безопасности и стабильности в Республике Абхазия. Это были главные события субботы, 21 июля, а сейчас напомним вам о других важных новостях уходящей недели. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Во вторник, 17 июня, российская делегация прибыла с рабочим визитом в Абхазию. Президент поприветствовал Сергея Чеботарева, поздравил его с назначением на эту должность и выразил надежду на конструктивное и продуктивное сотрудничество. Сергей Чеботарев поблагодарил президента за встречу. Я очень рад, что на этом посту я имею возможность приносить пользу нашим братским республикам, Абхазии, Южной Осетии. Длительное время не был я в республике, но я вижу изменения, которые происходят под вашим руководством. Это появляются новые торговые точки, новые предприятия общественного питания, новые места для отдыха туристов, новые отели, неплохие дороги, которым может позавидовать и в Российской Федерации, в частности, в отдельных местах. Так что я вижу большой позитив, который сейчас есть в Абхазии. Рауль Хаджимба подчеркнул, что то направление, по которому Сергей Чеботарев будет непосредственно взаимодействовать с Абхазией, важная часть взаимоотношений Абхазии и России. Именно в таком направлении должно развиваться абхазо-российское сотрудничество, высказал убеждение президент. Многие вопросы, о которых мы с вами будем говорить, они важны в первую очередь для самой Абхазии и, конечно, Россия, которая сегодня помогает нам во многих этих направлениях, должна видеть позитивные результаты той деятельности, той финансовой помощи, которую получает Абхазия. И, несомненно, для нас это важное звено в деятельности государства. Теме эффективности внедрения казначейской системы в Абхазии и итогам ее работы за время существования посвящалась пресс-конференция Варсмира. На вопросы журналистов ответили вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба и начальник управления казначейства при Министерстве финансов Саид Губаз. Представители министерства отмечали, что на сегодняшний день основная задача системы казначейства – максимальная прозрачность и борьба с коррупцией. Именно над этим трудится весь коллектив управления. Перспективы дальнейшей работы и сотрудничества обсудили министр внутренних дел Республики Абхазия Гари Аршба и сотрудники совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и России. Как подчеркнул Аршба, ЭКЦ создан для координации работы органов внутренних дел Абхазии и России по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений. На сегодняшний день к работе приступили 11 сотрудников центра. От МВД Абхазии прикомандированы 8 специалистов и 3 от МВД России. На совещании также обсуждались вопросы составления должностного регламента по направлениям деятельности ЭКЦ. Список на мемориальных плитах в парке боевой славы в Сухуми пополнится на 51 имя. Такое решение приняла комиссия по подготовке списка имен погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на своем заключительном заседании. Новые данные о 73 бойцах абхазской армии представил архив Министерства обороны. Комиссия изучила документы и утвердила новый список погибших, в котором на данный момент числится 1710 человек. На основании данного решения предусмотрено проведение реставрационных работ комплекса мемориального сооружения в Парке Славы. В обновленных данных будут также указаны имена тех, кто ранее считался без вести пропавшими. В рамках договоренности президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина в республику доставили 190 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму в 200 миллионов рублей. Передача сельхозтехники, 57 из которых тракторы, от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля. В торжественной церемонии приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Абхазия получила тракторы «Беларусь»,
кировец, гусеничная агромаж, опрыскиватели. Новая сельскохозяйственная техника будет распределена по всем районам Абхазии в ближайшее время. Глава государства, выступая на торжественной церемонии, поблагодарил всех, кто участвовал в реализации соглашения по поставке российской сельхозтехники в Абхазию. Высший совет АРУА предложил Народному собранию и правительству Абхазии принять список Алик Хижба Давид Сигуа по имени людей, убитых и похищенных по заданию спецслужб Грузии, со всеми вытекающими последствиями для обозначенных в нем лиц. Решение было принято в ответ на создание Грузии так называемого санкционного списка от Хазория Татунашвили в отношении к ветеранам войны и другим известным общественным и политическим деятелям Абхазии. В предложенный АРУА проект списка Хижба Сигуа включены граждане Грузии, причастные к военным преступлениям, геноциду и террористической деятельности в количестве 26 человек. В четверг, 19 июля, председатель АРУА Илья Гуния прокомментировал данное решение в интервью нашей программе. Появился список Татунашвили и от Хазория, в который попали люди, которые участвовали в войне. Там даже есть погибшие уже, людей, которых нет в живых. И этот список не первый, да, и он появлялся один раз, там второй раз, но это не остановилось. И в Высшем Совете было принято решение, что почему мы не можем сделать такой список, да, у нас, слава Богу, есть все основания для того, чтобы и в чем обвинить тех людей, которые в этом списке. И поэтому этот список появился. Что мы от него ждем? Ну, ждем реакции. Какая реакция будет у нас в обществе, это раз. Второе, мы должны понимать, что как мы можем воздействовать. Это же сказано не ради того, что вот как бы мы опубликовали список, а никаких действий нету. Мы все знаем, что после войны были возбуждены уголовные дела на этих людей, и еще на ряд других людей, и все эти дела находятся в прокуратуре. Мы не знаем, как закончились, завершены ли эти дела. Это основание для того, чтобы поднять вновь эти дела, осудить этих людей. Если они осуждены, тогда озвучить этот список. У нас есть стратегический партнер, это Россия. Мы можем предложить России как бы по такому же принципу или передать этих людей, или выдворить с российской территории. Многие из них находятся на российской территории, мы это знаем. Они являются преступниками в нашем государстве. Кто попал в список Сигуа Хижба? В список Сигуа Хижба попали люди, которые принимали непосредственно участие в диверсионных группах, непосредственно занимали высокие военные посты на период войны. Их высказывания говорили о полном истреблении абхазов, о геноциде, которые принимали в военных действиях участие, разрабатывали операции. Вот эти люди попали в список. Люди все прошли войну и все помнят, кто чем занимался, кто что возглавлял, в каком подразделении, какие диверсионные группы на нашей территории работали и после войны. Мы вспомнили этих людей, просто их вписали туда. И это те люди, которых мы все помним в 92-м и 93-х годах. И их высказывания помним. И то, как хотели уничтожить там 90 тысяч абхазов, готовы были. Это же все было. Мы должны что это забыть. Мы пытались, на самом деле, забыть все эти вещи. Ну, давайте так, 25 лет после войны прошло, да, и, в принципе, мы понимаем, что если говорить на равноправных каких-то условиях, на равных, да, то рано или поздно нам придется говорить и с Грузией тоже. Да, мы же не можем там китайской стеной обложиться от Грузии и не общаться совершенно. Но должно быть желание. А если вопрос стоит только, кто кому больше санкций сделает, да, ну давайте тогда будем соревноваться здесь. Я считаю, что это неправильно, но не мы первые начали. Как не мы начинали войну ту, так и эту тоже не мы начинали. Вы надеетесь на то, что по этому списку начнет работать и стратегический партнер. Каковы бы вы хотели, чтобы были действия нашего партнера в этой связи? Мы сперва должны понять, каковы наши действия. Да? Мы должны определиться и должны посмотреть, какие дела у нас в прокуратуре. Да? После того, как в прокуратуре дела будут подняты, рассмотрены, да, список выйдет не полным комплектом, наверное, там много
людей, против которых возбуждены были уголовные дела. Список будет выходить по 15, по 20 человек, точно так же, как это сделала Грузия. И мы будем предлагать российской стороне рассмотреть этот список и принять его к сведению, так как он наш стратегический партнер. Ну, мне так кажется, мы, как общественная организация, мы исходили из этого. Нас признала Россия, у нас эти рычаги есть у нас со стратегическим партнером. И мы посмотрим, как, наверное, кого-то надо будет выдавать абхазской стороне, а кто-то будет невъездной, в том числе как и в Абхазию, так и в Россию. Мы будем просить, чтобы Россия приняла этот список как невъездных людей к себе на территорию. Насколько вы надеетесь на то, что Россия предпримет такие шаги вот с подачи вот такого списка, который составили здесь в Абхазии? Я не могу сказать, как себя поведет Россия, но мы исходили из того, что мы партнеры, это дружественное государство, это государство, которое признало независимость Абхазии. И все, что происходило в 1992-1993 году, и, естественно, для них это не секрет, и они прекрасно понимают, что если на территории Абхазии есть преступники, которые должны понести наказание, то по нашим соглашениям они только будут помогать нам. По поводу этой инициативы, есть ли у вас какие-то данные о том, как она была воспринята, допустим, в Грузии или же там в России, и не прошло ли это незамеченным? Думаю, что это не прошло незамеченным, раз я с вами разговариваю. А как это восприняли в Грузии, мне сложно сказать. Я не думаю, что это очень массово имеет известность, там и в России, допустим, этот список тоже широко обсуждается. Конечно, нет. Я думаю, это прежде всего было сделано для Абхазии, для того, чтобы парламент, там, кабинет министров, Министерство иностранных дел, которое должно подключиться, да, прокуратура, чтобы все подключились, и такой список появился. Это же наше предложение, это не означает, что именно по этим лицам мы должны завтра же выдвигать этот список. Это было предложение, как пример. Абхазия не полностью пользуется своими ресурсами для того, чтобы отстаивать свои позиции, для того, чтобы ее слышали. Я думаю, у нас есть намного больше рычагов для того, чтобы мы могли, и чтобы нас могли и в мире слышать, и чтобы мы могли говорить о том, что у нас происходит, и для того, чтобы мы вообще интегрировали в какое-то сообщество другое. Я думаю, что да, мы все время отмалчиваемся даже по этому списку. Ну, раз грузины. Мы прекрасно знаем, как нам закрывают нашим спортсменам выезд. Мы прекрасно знаем, какие акты проводит Грузия. В то время, как она проводит такие мероприятия, да, то озвучивает она совершенно другие вещи. То есть свое миролюбие показывает всему миру, как она миролюбиво относится к Абхазии, что ей хотелось бы там возобновить и там переговоры, общение и т.д. и т.п. Но при этом они делают абсолютно обратные вещи. Мы этого до сегодняшнего дня, мне кажется, мы этого не делали. Ну, наверное, настала пора, что у нас есть тоже такие рычаги, и надо ими пользоваться. 19 июля в Гале отметили День города. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Глава администрации района Тимур Надарая, гости и общественность почтили память защитников Отечества. В День города по традиции была организована сельскохозяйственная ярмарка, где местные производители выставили свою продукцию. Ярмарку посетил и премьер-министр Геннадий Гагулия. В день празднования Дня города в Гале прошел съезд мурзаканских абхазов. При поддержке руководства Абхазии проведена немалая работа по возвращению исконных абхазских фамилий представителям абхазского народа, подвергшихся насильственной ассимиляции. В течение 2017 года 139 мурзаканцев получили новые документы. Во время съезда некоторым из них в торжественной обстановке были вручены паспорта гражданина Абхазии. Я восстановила свою национальность. Слава мира и добра нашей Абхазии. Всего наилучшего всем! Праздничные мероприятия в честь Дня города Гал продолжались до позднего вечера. Был организован конкурс детского рисунка и концерт с участием местных танцевальных и вокальных коллективов. Глава администрации Галского района Тимур Надарай рассказал в интервью нашему каналу об актуальных проблемах района и работе, которая проводится по их решению. В День города с ним побеседовала моя коллега Ирина Аршба. Тимур Хухутович, Гал отметил очередной день города. Гал – административная столица одного из самых больших и перспективных районов Абхазии.
Каким прошедший год был для района? Что из запланированного удалось сделать, а что не успели? В первую очередь я хочу поздравить всех жителей города, района с этой датой. 86 лет городу Гал. История его возникновения вам известна. Позапрошлом году районным собранием был принят герб города Гал. Там отображен Лабган Кецба, основатель города Гал. И мы, естественно, этот день отмечался и раньше, но мы как бы более так в широком формате отмечаем второй год подряд. И жители района очень этому рады. Ну, естественно, кроме праздничных будней, у нас есть трудовые будни. Год был прошедший очень-очень сложным для района. Вы знаете проблемы с сельхозвредителями, которые нанесли огромный ущерб. Ситуация складывалась фактически катастрофическая, если не помощь правительства Абхазии, международных организаций, президента страны, который буквально держал на контроле. И мы имеем некоторые успехи, конечно. В этом году, по всем прогнозам, год будет тоже тяжелым, но лучше, чем в прошлом году. Потому что благодаря тем работам, которые мы провели с российскими коллегами, с другими организациями, которые нам помогали, международными, мы провели работы, и фактически в этом году история с клопом выглядит приблизительно так. Если сравнивать с прошлым годом, он процентов на 80 меньше его. Но, конечно, к сентябрю, к октябрю популяция его поднимется в разы, понимаете, потому что такой вредитель, который откладывает несколько раз до 700 яиц, одна пара, и не может. Я вам скажу, что в других странах наши специалисты ездили в Италию, на всяких. Если популяция осталась на уровне прошлого года, они считают это успехом. А у нас как бы она уменьшилась. Более 2 тонн было поймано ручным только способом. Даже когда это сказали за рубежом, они были удивлены, что мы смогли достичь таких результатов. И это, естественно, не только мы, гальцы, но и благодаря тем всем, кто нам помог, им огромное спасибо. Но в этом году вы знаете, что очень серьезно помешала нам засуха. И когда иммунитет дерева ослаб, это как человеческий организм, когда иммунитет падает, на него нападают другие болезни, появились грибковые заболевания, которые тоже нанесли большой вред. И все равно, конечно, мы надеемся, что в этом году ситуация лучше и по всем показателям лучше для тех крестьянских хозяйств, крестьян, которые выданные ими лекарствами смогли обработать. Вот там сразу видно, что ситуация лучше в этих полях. А там, где люди не смогли обработать свои поля, там ситуация такая же, как и в прошлом году. В этом году в районах Восточной Абхазии имеет место распространение зеленого кузнечика. И это грозит практически полным уничтожением урожая кукурузы. Уже были предприняты какие-то меры, поля были обработаны, кукурузные поля некоторые. Какой результат проведенных работ? Вы понимаете, как мы встретили этот процесс с некоторым опытом. У нас были бригады, которые работали с вредителем клопа, у них были аппараты, которыми можно было опрыскивать. Как бы у нас вот этот опыт работы, борьбы с вредителями дал сразу же результат. Мы моментально отреагировали на это. Несколько полей мы потеряли там до 3-4 гектаров. Там провели пассивные работы, заново успели засеять кукурузой, а остальные поля мы смогли обработать. Сегодня потом пошли дожди, температура упала, и этот процесс фактически как-то локализован на сегодняшний день. И такой вот какой-то страшной угрозы для нас уже не представляет. Так что ситуация пока под контролем. В прошлом году в Гале были закрыты все дополнительные пункты пропуска.
И государственная граница, абхазо-грузинская граница, приобрела соответствующий статус. Как вы можете охарактеризовать ситуацию на границе на сегодняшний день? Все прекрасно помнят, как наше общество ставило необоснованный вопрос к правительству, почему у нас с недружественной страной, которая нас не признает, сегодня, с которой у нас была такая кровопролитие, у нас только мест переходов, а с дружественной Российской Федерации один переход. Сегодня пока 2 остаются, но 4 перехода были закрыты. Это сыграло в свою положительную роль, и сегодня количество нарушителей государственной границы в 10 раз меньше по сравнению с 2015 годом. Это большой успех российских, абхазских пограничников, с чем я их поздравляю. И мы прекрасно понимаем от того, как будет здесь защищена граница. От этого будет, конечно, зависеть и ослабление режима перехода по реке Псов. И мы к этому стремимся. Правительством был принят комплекс мер. Это и в некоторых участках и расширение пограничной зоны, в некоторых моментах это усиление фортификационных сооружений и еще увеличение штрафов за нарушение государственной границы. Все это в комплексе привело к тому, что мы сегодня имеем очень хорошую динамику и положительные результаты. В том числе мы провели большую работу по выдаче вида на жительство. Мы находили адрес на людей, которые вообще годами не имели документов, жили, находили их. Это обычно очень бедные семьи, которые даже выехать в ГАЛ не каждый раз могли приехать. Мы с ними работали отдельно, мы их привозили, выдавали документы. И у них такая необходимость, как переходить, нарушать границу, уже отпала. Они могут спокойно перейти со своими документами по необходимости. В 2016 году нижняя зона, самая проблемная зона Гальского района, вместе со строительством дороги, которая объединила 5 сел, мы смогли очень оперативно выезжать в эти села, контролировать эти села. Я вам приведу пример. Самое лучшее у нас, где мы можем похвастаться, это проблема с безопасностью. Если, например, здесь ежегодно похищали 18, 20, 25 человек, то где-то с 2015 года, после уничтожения одной из бандгрупп и обнаружения другой, которая, правда, ушла на территорию Грузии, такая террористическая деятельность фактически прекратилась. На сегодняшний день уже будет 3 года в октябре, как ни один человек в Гальском районе не был похищен. Обстановка криминогенная очень улучшилась. И я думаю, что государственная граница с каждым годом укрепляется. Вы коснулись темы выдачи видов на жительство. Как в целом в районе идет процесс паспортизации граждан и выдачи видов на жительство? С какими трудностями вы сталкиваетесь? Процесс идет. Хотелось бы, чтобы он проходил лучше, но он проходит так, как может проходить. Там тоже многоуровневые задачи стоят, которые необходимо решить. На сегодняшний день более 8 тысяч жителей района обратились с просьбой выдать им вид на жительство как иностранным гражданам. Из них до 4 тысяч уже получили. Но в связи с тем, что в законодательстве есть норма, которая говорит о том, что люди, которые родились на территории Гальского района Абхазской ССР, а мы не знали, какие внутримиграционные процессы проходили в Советском Союзе. Оказывается, очень многие люди здесь живут и 30 лет, и 40 лет, но родились они не в Гальском районе, родились там кто-то в Сухуми, кто-то в Харькове, кто-то в Москве, кто-то в Тбилиси. Сейчас и депутаты парламента осведомлены, мы ждем поправки в закон, которая даст возможность получить вид на жительство. Но, к сожалению, самая большая проблема в получении гражданства Абхазии для жителей – это наличие у них гражданства Грузии. Почти 96% жителей обладают гражданством Республики Грузия. Это было обусловлено теми вещами, что в свое время там весь их социальный пакет, они зависел, всякая помощь, которая представлялась даже международными организациями и выдавались через социальные службы Грузии,
выдвигалось условие наличия у них гражданства. И, естественно, люди получили там гражданство. И, даже, понимаете, и пропаганда, которая идет сегодня, мы живем, район живет в информационном пространстве Грузии. Здесь показывают все каналы грузинского телевидения. Население в основном мигрело-грузинское, естественно, они это слушают. Естественно, это пропаганда, которая ведет Республика Грузия, информационная война, даже, можно сказать, на уровне идеологической диверсии, которая это все пропитывается. И здесь сложно в этом плане работать, не имея необходимых рычагов информационных. Мы открыли гальское телевидение. У нас еще одна газета Мурзагана появилась. И некоторые у нас успехи в этом плане есть, но это недостаточно. Противостоять всем СМИ Грузии, одному гальскому району в борьбе за ориентацию жителей на остальную часть Абхазии, мы, естественно, вы понимаете, неравные силы и проигрываем. Конечно, мы говорим о необходимости иметь государственную программу развития района. Мы сегодня, вот в День города, у нас такая традиция хорошая сложилась, проводим съезд мурзаканских абхазов в этот день. Это второй съезд. Те жители Гальского района, которые имели исконно абхазские фамилии, имеют возможность, обращаясь в комиссию по гражданству при президенте, после их рекомендаций, получить гражданство Абхазии, вернуться к своим исконным фамилиям, к своей национальности. И вот если, например, за предыдущие 3 года таких было до 100 человек, которые смогли это сделать, сегодня мы будем говорить о том, что только за этот год до 150 человек, которые получили такую возможность. Нам очень необходима школа-интернат для гальских детей, чтобы там были хорошие специалисты и учителя, и мы могли как раз детей мурзаканских абхазцев туда приглашать, чтобы они с детства усиленным изучением абхазского языка и так далее. В этом году, например, тоже у нас неплохой результат по количеству детей, поступающих в АГУ, до 45 выпускников в этом году будут поступать в Абхазский государственный университет. Надо больше работы проводить в дошкольных учреждениях. То есть очень комплекс проблем, который стоит, который надо решать последовательно. Для решения этих задач самое главное – это мир. Благодаря тем ребятам, которые отдали жизнь, благодаря тем ребятам, которые после войны здесь отстояли нашу независимость и нашу целостность, благодаря российским пограничникам, абхазским спецслужбам, которые сделали так, что сегодня люди ночью в Гал выходят без боязни, гуляют, это очень приятно. Городское хозяйство тоже постаралось более-менее сделать так, чтобы людям было приятно выходить в город. Восстановили фонтаны, освещение. И проводим праздники, участвуем во всех праздниках, которые на всей территории Абхазии, все даты отмечаемся всеми вместе. Люди наши начали чувствовать, что они нужны, что о них думают, что о них заботятся. Район и город возвращается к такой нормальной, обычной жизни. И я сегодня еще раз хочу поздравить всех с Днем города и поблагодарить и правительство, которое сегодня приехало, поздравить за такое внимание, которое оказывается ими Гальскому району. 23 июля в Абхазии отметят День национального флага. Праздничные мероприятия начнутся с выставки рисунков на асфальте в 6 часов на набережной Махаджира в Сухуме, где будут проведены также благотворительная и этнографическая выставки. Затем начнется праздничное шествие с флагами, присоединиться к которому может любой желающий. Конфедератов и Когоня, там в 7 часов, в 19:00 мы собираемся, все желающие могут принять участие, будут розданы государственные атрибутика, флажки разного размера. И после шествия уже мы передаем торжественно флаг, будет устанавливаться президентом
на специально отведенном месте. Также во время праздника будет проведен телемост Сухум-Стамбул, Аман-Черкесск с городами, где проживают абхазские диаспоры и где также, как и в Абхазии, отмечают День абхазского флага. Мероприятие завершатся праздничным концертом с участием звезд абхазской эстрады. Администрация города призывает всех желающих не оставаться в стороне и присоединиться к празднованию дня одного из главных символов государства. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.